Братское сердце, я на месте. Ты там на пятерке? На пятерке, да? Давай. Давай. Что, ребята, всем привет. Привет с города Сыктывкара. С раннего утра, ребята, я уже выскочил с дому, добрался до деревни, взял необходимые вещи, ребята, и, в общем, я уже в Сыктывкаре. 8 утра, точнее 9. В общем, ребята, экспедиция нарисовалась. Едем на рыбалку. В общем, будет интересно. Жду Андрюху. Андрюха сейчас подъедет. Тут докупаемся и, ребята, едем в районе 300 километров на рыбалочку. Все буду показывать, рассказывать. В общем, жду Андрюху, ребята, и вперед. Первая экспедиция, ребят, будем тратить 100 тысяч, как я и обещал. В общем, едем на Таежное озеро за щукой, за окунем. По приглашению Николая. В общем, будет интересно, ребята. Красота. В общем, ребят, немножко по вещам. Здесь сумка, так вот положил жерлицы, пару комплектов, ящик там, вещи, саночки бур. Здесь какие-то продукты я с дому там взял, соленьев там своих, гаджеты, ну и кан. Сейчас поедем за живцом. Жду машину, еду за живцом, а потом еду до Андрюхи. В общем, как-то так. Еще на рыбалке, Андрюх, не были, уже руки рыбы пахнут, понял? Уже рыбалка началась, ребят. Все, ребята, заскочили за живцом, узнали там, привет вам большой. Сфоткались. В общем, ребята, 60 живцов я взял, 60 карася. Думаю, довезу. Отлично. Бля, ну тут видео я снял, блядь. Все. Я фото не делал. Погнали. Все, ребят, под завязочку мы. Ну вот моя мечта сбылась. От Пушков, пожалуйста. Мы год с ним собирались, но на летнюю зимнюю я вообще никуда не ездил. Ты снимаешь, да? Ну все, ребята, короче, рвем когти. 11 час. Я 6, Андрюха, понял, уже двигаюсь. Меняю третий транспорт. В общем, все, ребята, у нас Антоха. Антоха у нас личный водитель. Вот, в общем, Андрюха, потом познакомлю, ребята. Короче, 200 километров пока шагаем, а потом дальше посмотрим. Все, выезжаем в сторону Усть-Кулома. Все, ребята, полетели. За выезд. Алло, Николай, приветствую, Андрей. Слушай, ну вот мы в Усть-Куломе, получается. Прямо смотрю, Лукойл, заправка. Сзади движение. С правой стороны красное здание небольшое такое, маленькое. Так, друзья, ну что, мы до Усть-Кулома добрались. Назвонились с Николаем, в общем. До Керчёма еще 39 нам шагать. Второй час уже дня.
Да, с этой стороны будет, там елка такая, у Коли Гичева, это ориентир такой, ель такая стоит, и там машины стоят. Я понял, спасибо. Вы проскочили. Спасибо. Че, клюет хоть, нет? На югоши-то поймали, ну мало рыбачили, ну поймали. Заебись, да? Заебись. Красавчик, тебе самое нормальное там, Саняк. Только водки надо много не брать, бля, а так все хорошо. Я понял. Я думал, наоборот, мало взяли. Да хуя. Да? Ну понятно. Короче, ребята заблудились вообще уже в селе, получается. Большое селище такое. Тракторенки. В общем, не можем найти нам остановку. Откуда нас будут забирать вообще. Уже конец Крещемий. Андрюха весь нервничает уже. Время уже, ребята, 2. Осталось уже 3 часа уже до темноты, блин, а мы еще не добрались. И тут такое буря, ветер, такой снег, блин. Капец. Ах, блин. Ладно, сейчас будем искать. Нам объясняют, 3-й ручей. Какой ручей, не могу понять. Да. С вещами. Ну и что? Здорово. Я троих таскаю. Андрей. Я тебе говорю, может, пенопас под жопу себе возьмем. Ну, там кранчик есть там. Ну, как вот. Да, вообще, ребята, тяжело было найти, короче. Он объясняет, как бы тут в доме, этот, отворотка, там, туда-сюда. Блин. Ни разу тут не были. Сейчас хоть понятно маленько, конечно. Всё. Ну все, ребята, 10 километров нам еще шагать до базы. В общем, все, вот так загрузили наши вещи, шмурдяк. Андрюха туда сел. Николай, в общем, и все, пойдем мы сейчас пошагаем. Дорогу переметает вообще, говорит, ребята. Так что потихоньку, помаленьку покарабкаемся. Ребята, Усклонский район. Мы здесь где-то на загривочке, далеко-далеко. Антоха, спасибо, что привез нас. И, в общем, пошагали. Пошагали.
ребята добрались до озера. Смотрите, какое озеро. Здесь ни края, ни конца. Вот это озеро в Сосновом Бору просто. И вот наше жилище на 3 дня. Андрюха, огонь. Сейчас будем смотреть, что тут. Ну да, нас просто выбрасывают, ребята, и все, мы здесь будем оставаться. Что говоришь? Слушай, ну что, я не знаю, прикольно. Прикольно. Так, Снег только пошел. Блин, Да, как буря- ехали, солнышко было хорошо. буря, да, пошла. Буря пошла. В общем, здесь домики, ребята, там где-то тоже люди, там где-то люди. В общем, по озеру вот такие домики, и мы здесь будем ночевать. То бишь мы тут не одни, с того края, блин. Все, возгружаемся, значит, ну, Николай нас оставляет, и, в общем, все как-то так. Ну, в дальнейшем все буду показывать, конечно. Я вообще в шоке. Я думаю, как-то, ну, как-то будет все по-другому немножко. А здесь, ну, тут реально тайга, база, просто вот так домик. И здесь мы будем жить. Вот и все. Весь до копейки, как говорится. Дрова, вот, пожалуйста, топи печку и вот рыбачь. Озеро, ребята, смотрите, я не знаю, ни конца, ни края не видно. Рыба есть, щука, окунь. Будем вот как-то так. Балдеть. Ладно. Все, разгружаем. Наш мурдика много очень. Разгружаемся. Что-то потекло, блин. А, это рыбки. Это живые рыбки. Это хуйня. Видишь? Видишь? Пиво ты бросил, сейчас дверь сломаю. Нормальная вода? Серьезно? Прям пить можно? А эти, как его? Биологи. Да, ребята, я думал, все будет по-другому, но оказалось как-то так. Это настоящая избушка таежная, которая находится реально в Бору. Вот такой дом. И Николай говорит, вот прям тут, Андрюха, расставляйся. Будет здесь тебе рыбалка. Да ладно, думаю, нет, такого не должно быть. В общем, показал мне метки, как рыбаку. В общем, Андрюха больше все равно по отдыху. Буду как бы рыбалку я организовывать. Вот, не знаю, довезли карася. Бедолага все равно нагрелся в машине, блин. Снега закидал. Не знаю, сейчас должен отойти уже. Ну да, есть померзшие, конечно. В общем, все, ребята, вот там где-то в километра 3 домик тоже стоит. Там тоже, говорит, люди живут. Вот. И сегодня вечером, говорит, завезу там еще людей. Охренеть, конечно. Вот так вот рыбалка. Ну, вот тут центральная дорога, вот елки, которые стоят. Здесь не бури, говорит, Андрюх, чтоб воду не пустила. Вода выходила, сейчас минус 25 было, говорит, вода выходила. Сейчас воды вроде как нету. Есть буранка, вот. Вот показал мне, в общем, расстояние. Туда, куда можно поставить, и туда. Щука трофейная, 5-6 килограмм есть. Здесь у нас майна будет воду набирать. В общем, сами берега вот такие, ребята, крутые. Ну, что-то в этом роде, короче. Нормально. А вот наша избушка получается на 3 дня. Еще не заходил, но в дальнейшем покажу. Сейчас пока просто смотрю тут. Немножко кубы кидаю, как что будет. Окунь прямо здесь, говорит, можно рыбачить. Окунь ловится. Да, интересно. Интересно. Что такое? Я думал, что такое. Баул свой занес, блин. Еле занес, блин. Там вдвоем занесли что-то. Что, друзья, ну все, мы тормознулись. Вот наши апартаменты. Сейчас надо показывать очень не к чему, потому что мы вообще спешим, ребята. Мы спешим. Пара остановочка Жерлиц. Приехали очень поздно. Вообще у нас день вообще потерян, грубо говоря, все в дорогу.
Вот, в общем, такое окно, и озеро, в принципе, он просматривается вот так вот. Да, мы раскатали губу, что здесь будет свет, электричество. Здесь такого ничего нету, ребята. Хорошо взяли какие-то фонарики. Вот, в общем, пару-банки, ну, все будет нормально, мне кажется. Так. Ладно, ребят, у нас на первое время вот китайский, как обычно, что. Пускай у нас вот дымит вот так над столиком, все равно повеселее будет, в общем. Так. Банки взял, получается 30-20. Вот. Мамкины соленья. Андрей сказал, это тебе. Нулиц. Будем обновлять с тобой. Ни разу еще не брал, лежат 100 лет. Нифига, ну тут не рюмки, стопки, брат. Слышишь, это получается икра. Угу. Это лещу. Сказал, что Андрюха попробовал. Отлично. Вот. Так. Бутеры, шмитеры. А Андрюха взял, короче, этот. От Андрюхи. Короче, от Андрюхи Андреем, понял. Ну я видел, да, но... Да, вот это потом как-нибудь. Вот такая штуковина. Колбас-молбас, ребят, ну что, как обычно сейчас все сделаем по красоте. Тут надо что убрать еще, не? На салфетке ставить будем? Да, слушай. Вот это что нам нафиг, томаты? Да, это надо в пакет отдельный. Давай, Андрюх, сделаем. И все будет нормально. Хорошо, ребята, взяли энергию, блин, реально. Но нам хватит, мне кажется, с Андрюхой. Да я думаю, можно, если что, ему... А, у него что там тоже где-то аккумулятор. В общем, у меня телефон сел, получается, вот. Ну, 30-очка вот. Кстати, многие спрашивали, чем, Андрюха, заряжаешься. Ромас, ребята, вот смотрите, у меня два вот вообще по выходу. 20-ка это, ну, он постоянно по камере вообще. И я вот так это заряжаю вообще все гаджеты, получается. Телефон, фонарик. Здесь два USB. Есть, получается, даже для айфона. Ну, в общем, 3 выхода. Ну и скоростная зарядка, в общем, все. Сейчас вот у меня телефончик пошел на зарядочку. Вот. Ну и вот еще 20-очка. Здесь, кстати, на экране он 41%. Не заряжен, кстати. Ему надо было зарядить, конечно, его. Ну ладно. 40, ну, пол банка еще есть. Вот Андрюха печку контролирует. А забито там килограмм 5 золы. Угу. Надо выкинуть. Вот. Ну что-то как-то вот как-то так. Кстати, с города выезжали, Андрюха заехал, ребят, купил вот такой хлебушек, смотрите. Ох, лепешечка. Грузинская лепехи. Только испекли утром нам по спецзаказу. Да, вот 3 лепехи такие. Вкусные. Ах, запах божественный вообще. Все. Сейчас что, за приезд, Андрюк, да? Ну, 100%, блин. Что-то перекусить, надо идти быстрее буриться. Да, надо выставляться 100%. Ну что? Ладно, ну вот печечка пошла. Интересно. Интересно. Хоп-хоп. А, так тут еще вон, Ага, табуретки. Я походу с этой на озеро пойду. С ней, да? Возьмешь что-нибудь не так. Поэтому решил не рисковать и по старой схеме. Сейчас заценим. Давай, Андрей, как ты говоришь мне? Давай, давай. Давай навстречу. Вообще. За приезд, За жерлицы. зажалиться. Нам надо идти ставить. Все. Будем. Все, ребята, здоровья ваше. Так, ребятки, ну что, берем жерлички. Печечка на шеечке у нас. Опа. Так. Так. Все. Погнали. Блин, да, ребята, не успели нифига. Не успели. Вот наш домик. Все. Карасик.
Ну, вроде нормально. Вроде довез, ребята. Переживал, блин. Не довезу. Все, погнали. Да, ребята, на озере очень большой ветер. Ну, вот так выглядит со стороны. Тут такой бор хороший. В общем, Николай сказал, вот там палочка. Разбрасывать. Ну, где-то вот так вот. Сейчас посмотрим, как лед, как что. Да, ну озеро, ребята, вообще громадное, конечно. Сейчас Андрюха придет, будет помогать, а я уже буду расставляться. Опа. Ну, 130, как обычно. В общем, как-то так пойдем. Там палочка, говорит, там, говорит, меляк уже выходит. На меляке здесь, говорит, выходит больше весной. Но у нас получается сейчас как-то вот так. Первый слой. Угу. Ну, надо, как обычно, с этого комплекта. Так. Шапку я полностью не убираю, чтобы жерлица не примерзла. Сейчас посмотрим глубиночку. Ну, Николай сказал то, что где-то 2 метра должна быть глубина. Сейчас мы это и посмотрим. Красота, но, блин, не успели мы нифига. Ну, надо поставиться, ребята. Согласитесь, надо. А что потом быть-то? Смысл сегодняшнего дня, мне кажется, надо поставиться. Пускай карась лучше плавает на дне, чем в кане. И все, что ли? Раз, два, три. О, глубины-то, ребята, вообще нету. Здравствуйте, приехали. Туда надо уходить. Ну да. Надо уходить туда, глубже. Раз, два, три. Но лед не из-под льда, это вообще мелко. Будем уходить. Да, ребята, глубину найти не можем. Охренеть. Мелко. Уже ушли 20 метров от берега. Глубины нету. Я уже жерлицу третью не могу поставить. Андрюха будет. Все, надо уходить от берега. Уже метров 40 отошли. Песок, мелко. Блин. Раз, два, три. О, что это? Я хрен знает. Нет. Ну такой лед. Блин. Ну поставим что. Поставим. Ну это мелко, ребята. Андрюха там еще будет. Надо сказать, что не бурю в эту сторону. Что это за глубина?
Поставил на меляке, конечно. Пускай будет, но это все-таки не глубина. Да, уходить надо. Да, ребята, воды, конечно, просто возле берега тьма. Вот смотрите, наступаешь и вот так воды. Походить. Провалился, ребята. Майна. Смотри, братан. И там как будто кусок льда вот Да, да, да. ходит. Да как бы ни было, слышишь, ты чё? Смотри, смотри. Ну, все падает там. Вон он. Ну, это там майна капитальная. Это майна, да, ну. Вон, я смотрю, по колено, братки, вот тату. Охренеть, нифига. Вон Я только в метре от нее прошел и лунку давай бурить. Давай аккурат, братан. Раз, два, три, четыре, пять. Блин, где-то еще хапанул до крови, блин. Да, ребята. Вот тебе и майночка. Здравствуйте. Приехали, блин. Искупался, блин. Хорошо, что все затянуто. Это Южное озеро, блин. Аккуратно, ребятки. Аккуратно. Я накупался в этом году, в прошлом. В этом году в новом не хочу. Что, карасики? Водички набрать надо, да? Надо, да. Так, друзья, ну что, мы отработали. Все же решили себя не успокаивать, а выставиться все полностью, ребята. 35 желез у нас на двоих с Андрюхой. Вот. В общем, поставили. Воды вообще куча, блин. Охренеть. Ну, дай бог. Дай бог. Завтра все получится. И с утра уже будем нормально рыбачить. Идем ужинать. Идем готовить в избу. Ну все, ребята, дома. Левая нога больше, что ли? Ну что, ребята, все, дела сделали. 9 часов, ребята, 9. Начало 10 уже, все. Мы только вот реально отстрелялись. Вот такой денек у нас, вообще ничего не ели. Так, перекус маломальский. Сейчас будем готовить, в общем, ну, ночь наша. Ну, главное, что жильцы мы выставили все. Пускай она как бы будет. Может не в расчет, но зато как бы какая-то зато надежда. Будем уже с утра можем не переживать и будем спокойно уже ставить на окуня там, а там. В общем, как-то так. Дрова есть, в общем, у хозяина. Да, Андрей Валерьевич? Хозяева здесь мы. Ну да. В общем, что-то, короче, будем готовить сейчас, ребята. Картофана что-нибудь замутим. Печурка шает, все классно. Развесились. Просто, блин, по колено, ребят, на льду. Вот ходим. Да, снега много. Вообще много. Ладно, сейчас что-нибудь с Андрюхой. Просто сейчас передышим, ребят, 5 минут и начнем что-то делать. Что-нибудь начнем делать. 100%. Ну, в общем, погнали, как говорится. Хватит. На кофе. А ты будешь? Поставь, что пускай будет. Ребята, доброе утро.
На природе, ребят, спится просто великолепно. Шикарно, шикарно, ребята. Выспались, 8 утра. Ну что, мы в 2, наверное, в час легли спать только. Посидели, побалдели, в общем. Красота. Погода изменилась, ребят, смотрю, солнце сегодня, небольшой мороз. В общем, и прям сейчас вот вышел, только буквально на глазах загар стоит. Но вот его не было, и смотрю, флажок поднялся. Вчера вечером был загар, вот этот зацепленный, мы его так и не оставили. Но следующая жерлица, смотрю, сработала. Так, ребятки, ну что, вышли подышать, прогуляться. Андрюха говорит, пойдем, говорит, пройдемся. Нечего сидеть в избе. Ну, даже сегодня, ребята, ужин не хотим ничего делать. На самом деле. Так устали, так замотались. Что-то все нарезки туда-сюда. Время 11 уже, ребята. А мы только вот приземлились. Решили выйти так, посмотреть, что жерлицы маленько. Блин, такая вьюга, ребята. Еще сейчас выйдем, пройдем к центру озера. Там говорят, что есть связь. У меня Теле2 МТС. В общем, может как-то попробуем дозвониться до родственников. Все же как бы... Ну, мы... Где это? Вот. Я потерял. Вот. Да нет, не может. А, да, флаг это, да. Фига, ребята, у нас еще и флаг, блин. Ё-моё. Я нашел флаг! У нас возле избушки сработка, блин. Это, кстати, первая сработка, Андрюха, которую мы ставили. Пойдем по тропинке пройдем. Ну давай. Полная же, да? Полная вымотка, да, Андрюха? Блядь, а мы ничего не взяли, да, палочку почистить? Да Что, ладно. так просто? Пробуй, да. Доставать. Это вот сразу первая и жерлица у нас. Подожди, варежка. Кстати, самая первая, которая у нас высадила. Самая первая. Да, но мы успели под занавес поставить. Нифига, круто. Давай, пробуй, Андрюха. Может, щучку достанешь уже. Бля, замерзла сильно, слышишь? Воды много. Бля, вообще. Блядь, ищет. Есть натяг? Есть что-то? Да. Да? Что-то есть вроде. Ну дерни и туда сбоку. Резко утягивает. Ну, Бля, по ветру. да, по ветру туда. Ага, ну там метров 10. Да? Да. Блядь, упирается. Уперлась. Завела, да? Сука. Сейчас завела, да? Да. Пробую, ребят, дозвониться домой. Нифига. Нам сказали, то, что вот на центре озера где-то будет связь. Хрен там, блин. Не можем дозвониться. Не, убивает полностью. Проехал снегоход. Уехал, получается, вот туда, по нашим следам. Ну, в общем, 8 утра. Ну, в принципе, никуда не спешим. Окуня будем ловить вот здесь прям. В этом районе где-то. Ну, а жарлицы вчера выставили до 9 часов, ребята. Конечно, потрудились, но зато вот сегодня уже к утру они стоят, они уже готовы к бою. И, в общем, у нас уже сработка. Отлично. Андрюха поставил чай, ну, воду. Сейчас будем пить кофе, завтракать, приготовим чуть поесть. Вчера даже не приготовили, просто вот так на бутербродах на изжоге пересидели. В общем, сегодня будем готовить вкусняки. Андрюха? Что за агенты тут вражеские? Здравствуйте. Это наша рыба. Он такой злой у меня напарник, видите, ребята? Всю ночь не давал спать, блин. Баснями травил туда-сюда. Я говорю, уже, Андрюх, спать хочу. Он говорит, нет, посидим еще. В общем, вот так, ребят. Ну, в общем, здесь баня. Ну, я потом, в общем, покажу вообще в обзор, что у нас тут есть. Костровище. Не знаю, вот пока вот как-то вот так тут немножко обитаем. Круто, понравилось очень. Спал вообще просто как убитый. На природе сплю, ребята, вообще лучше всего. Дома так и не спится, как.
Бутер, да? Подсохла колбаса. Андрюха кормит местное население, правильно. Тут птички прилетали. Хлебушка, ребята, позавтракали. Пойдем посмотрим. Фоточку, да? Так, ну что, в общем, ребята, здесь как будто больше сработок нету. У нас вчерашняя, вечерняя и утренний загар. Я прям увидел. Ну и дальше там не знаю еще. Посмотрим. Так. Да, вчера задуло на жерлица. На самом деле. Полная? Не полная. Ну почти полная, Андрюх, смотри. Там 2 оборота осталось. Ебать, воды, блядь. Давай, пробуй. Сантиметров 15. Пробуй, Андрюха. Посмотрим. Что да как. Что, примерзла? Ага, стоит. Нифига. А. Вообще не идет. Слышь? Да ты че? Вообще. О, пошла. Что-то щелкнуло. Походу трава. Ну пусто. Пусто. Я вижу, что пусто. Ну. Что-то щелкнуло. Травы много на дне. Слушай, а сейчас что-то как будто идет. Опа, зацеп. Опа, пошла. Нет, не идет. Ну-ка. Опа, пошла, Да. пошла. Давай, надо побыстрее походу мотать. Что-то есть, что ли? Есть щучка, ну. Как это? Карась. Сейчас вообще хорошо идет, слышишь? О, ну хорошая щука, смотри. Андрюх, нормально. Красава. Что, подруга, блядь, Андрюха! Ты не снимаешь, что ли? Как нет? Ты что? Снимаешь, а что-то лампа не горит. Слушай, нормальная щука. Парни, бля. Есть. Есть красотка. Отлично. Отлично. Нормально. Андрюх, держи. Палец, блядь, как будто бы запрещен. Ну вот, ребята, первая щука у нас на этом озере, это ежел. Ну вот утром что-то один загарчик, блин. Вот. Прям в самом центре, в самом горле. Ну да, захавал, но. Вот, ребят, смотрите, ну вчера тоже выставлялся, думал, блин, ну вообще как-то мне страшно, блин, потому что вот глубина, ребята, вот. Получается лед вот где-то вот такой, это прям под кромкой, понял, братан? Вот. Ну, значит, ходят щуки на таких мелях. А вот там у нас уже вот весь ряд 1,5 метра. Вот тот мне нравится, конечно. Ну, пока я не знаю, тут все передуло, ребята. О, боец что делает. О, клюет уже. Клюет, как на фидер, блин. Ох, как клюет. Ладно. Хорошо, Андрюх, молодец. Хорошая щука. А давай сегодня будем готовить, наверное, ее. Вот, ребята, вот щучка такая. Че, сфоточка тебе? Не, там дома сфоткаемся, что же. Отлично. Тут наши следы вчерашние, ребят, ночные, вечерние. И вот. Это наши, да, вчерашние. Вот, блин, передуло, да. Капитально. Причем. Но вот так почистим. Вот так почистим и все. Дыра желится под водой, смотри. Ничего нету, да? Ребят, смотри, что творится. Охренеть. Слушай, может это лед опустился? Тогда он сел. А не вода выперла.
вообще капец. Жесть. Нормальный, да? Нормально, да. Ну, к Ну, воды, ты говоришь, ничего не брать. Надо было взять тележку и, блядь, переставить ее, значит, в другое место, нет? воды тогда все это замерзнет, конечно, у нас, блин. Или пусть здесь стоит. А что сейчас бура ничего нету, блин. Поближе к берегу поставить надо, да? Получается. Я не знаю, что тут так столько воды, блин. Флажок примерзнет, блин. Охренеть, вот это да. Так, коварно озеро. Вчера там утонули с Андрюхой мы, блин. Все жалятся, ребята, утонули просто. Бля, Андрюх, я такого не помню вообще. Да, серьезно? За свою деятельность, блин, рыбалки. Что это такое? Охренеть! Сколько тут? 20 сантиметров? 30? Больше, но Охренеть! Смотри, какой красавчик! красавчик, да, только у нас тут мы тонем, блин. Да, ребята, я в шоке, конечно. Такого я за свою карьеру рыбацкую не помню. За 25 грубо лет. Ну, по зиме-то поменьше намного. Жалится. Вот давно воды, смотрите, ребята, еле идет Андрюха. В общем, там все залито. Вот так, по башмак воды. Но я все перетряхнул, сработок не было. В общем, вот саночка у нас, щука. Такая кило 300 может. Вот, и вот вчерашняя вечерняя здесь, на этом пятаку. Там даже если замерзшие, то там, ну, сработок не было, хваток. Вот. Ну, сейчас у нас это, мы ее оставили вчера. Мало ли выйдет. Ну, хотя навряд ли. Вот такая глубина, ребята. Вот такая. Здесь. У нас еще ряд вот там. Там не вижу. Сейчас сходим с Андрюхой. Посмотрим. Сейчас это достанем. Вчера, блин, еще не засыпал, ё-моё. Опа, стоять. Ладно, что, будем рвать, наверное. Да, так и не отошла, ребята. Порвал. Порвал. Ладно, меняем и пойдем туда. Эту петельку сейчас сделаю. Да, все. Жалицу. Теперь она будет фартовая. Андрюхина жалится. Все, застежку вон Андрюху убрали. И двойничок сюда. Ого. Все. Вот научишься, Андрюха. Потом будешь, поедешь куда-нибудь, пятерку поставишь, вот так. Ну, много не надо, конечно. Пятерку поставил и уже будешь кайфовать. Приоритет, ребят, смотрите, какой безмен. Старый, тут нам даже цена написана. Тут что-то, наверное, крутится, нет? Смотри. Не знаю. Ну, короче, вроде 0. А, вон, да, все. Старый дедовский. Где-то я его нашел дома. О, Так. Не свалилось. ну что там Андрюх потянуло? Ага. Ну, он такой, что-то клинит. Ну, короче, 1,2. Да, нормально. Очень раз здесь ребята утонули. Ну вот так идем. Вроде нет сработок. И здесь, кстати, не замело. Не перетянуло. Вот. Жерлицы пошли. Да, как будто тишина, ребята. Здесь у нас тишина. Вчера здесь вот уже вечером расставлялись. Но за утро сработок нету пока, получается. Да. В общем, там компания, видно, 2 человека. И вон там, ребята, 2 человека в конце озера. Далеко видно, как бы, силуэт. Не знаю. Надо по окуню, в принципе, работать. Да и пожрать что-то надо, похавать. Наверное, мы... Ну, я не знаю, как Андрюха. Но Андрюха, естественно, без меня не будет рыбачить. А я хочу приготовить вкусного обеда. Потому что я и хочу есть. С вчерашнего дня ничего не ел. Там бутерброд какой-то туда-сюда. Ни о чем.
дрова приготовил к костру. Растоплю сейчас, сделаю зажарочку. Я на избушке. Вот такие избушки у Николая здесь построены. Это, в общем, он приезжает. Он сейчас, кстати, утром проехал. Ну, сделать обход, посмотреть гостей своих. Так как мы у него в гостях, получается. Это озеро арендовано. Вот. Он сейчас прошел, получается, вот с таким угольником. Большое дышло, я смотрю, сделано. Вот. И вот он равняет дорогу от деревни. Ну, чтобы потом хорошо ходить. В общем, он равняет ее. Здесь у него вот он корыто оставил, на каком я приехал, на чем. Вот избенка такая, ребята, старорубленная. Ну, теплая, хорошая изба. Ничего лишнего. Рубилась, походу, не здесь. Из сухого дерева. Вот эти нащечины, говорят, ребята, какой венец. Получается, ее где-то рубили и привезли потом сюда. А здесь уже просто собрали. В общем, ну, куча дров такая. Всяких. Слушайте-ка, мы в бару находимся. Здесь по-любому есть грибы, наверное, мне кажется. По лету. Ягоды. Избушка, большое окно. Для того сделано, чтобы как бы этот наблюдать. Андрюха говорит, жерлицы коляны. Вот. Там баня таежная. Можно также баньку затопить. Но я что-то не буду рисковать с банями в этот раз. Как в прошлый раз. После всяких парений, накупаний я заболел. Вот. Сейф такой, ребят, железный. От медведя, от всего. Вот. Какие-то бензин, пилу положить там туда-сюда. Вот такие сейфы тоже есть железные в лесу. Конечно, можно там обухом сломать. Ну, так вот и делают. Раньше так делали. Костровище, сетка, решетка. Такой короб железный. И, в общем, поперечина железная. Там лавки вроде засыплены. Там баня, ребят, там туалет. Маленький туалетик у нас есть. Вот. И, в общем, и сама избушка. Давайте сейчас зайду, покажу избу. Уже все как бы, уже светло. Вот такой предбанник, навес, так скажем. Потолок закрыт, так как потолок идет, получается, сразу. Нет такого, что... Смотри, экраны, два. Кто-то, наверное, живца пробовал экранами ловить. Такой сейф, предбанник, предбанники, короб, ну, может под продукты что-то еще. Вот у нас вот бур, тут у нас мясо подвешено. Вчера сыр достали, купили сыр, ребята, а он, смотрите, какой плесневый. Это птичкам потом все повесим. Андрюха тут уже повесил. Хлебушек, листы вроде прилетали утром. Вот. Ну, в общем, такая фронтом тоже, ребята, сделан из бревна. Ну, вот сейчас зайду, покажу, что внутри. Так, друзья, немножко по избушке включил свет. Вот стол такой. Здесь вот, грубо, мы вчера вот сидели, отдыхали. Такие нары, очень большие, буквы Г. Андрюха спал вот он, ногу яму. Тут на матрасиках спал. Тут такая скамейка типа сделана. В общем, печка, ребята. Вот он, мы тут снег греем, чтобы помыть посуду, там омыться, вот что-то было такое. Вот такие нары. Здесь у нас шмурдяк. Андрюха даже нарды привез. Вот. Там дрова сухие, смотрю. Еще что-то, какие-то вещи, соли очень много. Посуды. Всякое разное, ребята. Вот, и наши вещи. Тут у меня вот рыболовный ящик. Туда-сюда. Вот, здесь мусорка у нас. Какая-то вот такая полка есть. Немножко всяких соль, не соль. Ну, все приезжают, привозят, получается, да. Надписи, вот, кухня. Кастрюли, поварешки, всякое разное. Совок. Ну, в общем, вот. Печурку топим. Вот уже протопилась. Сейчас кругляк просто кину, и все, и будет целый день кашает. Вот так вот.
Вот сразу видно, ребята, топор не мой. Втыкается и потом не достается, блин. А вот топор колун такого бы не сделал. Такого бы он точно не сделал. Погода, ребята, меняется второй раз уже. Вчера была буря, вечером снег, потом утром все успокоилось, было солнце, морозик, и сейчас опять пурга, ветер, снег. А на озере это все вот на таком именно, на таком ветродуе, прям каждый метр чувствуется. В общем, все, запалил костер. Короче, у нас разъединение, короче, я сделаю тушеную картоху с мясом, а Андрюха сделает навар с щуки, ну, бульона такой, чтобы было и первое, и второе, короче. Так, ну что у нас, процесс приготовления. Не знаю, ребят, вот, по мне так это очень приятно, когда вот так сидишь и готовишь что-то для себя, вот так как-то, блин, ну это, я не знаю, тоже какая-то романтика, ну это бытовуха вот таежная. Она вот, ну она все равно присутствует, просто кто-то ее показывает, а кто-то ее не показывает. Вообще нормально. Ребята, ставим нашу, опа, ага, картошечку. Андрюха уху делает. В общем, погнали. Так, ну под зажарочку такая штучка у нас. Шея, ребята, шейка свинина. О, огонь. Нам много не надо. Вот так кусочек возьмем. Вот на вечер, может, пару шампуров сделаем, шашлычка. Сковородочку, печку, ребята, на максимум. Маслица. Вот так вот. И мяско наше. Туда. Вот так вот. Тоже покрупнее, ребята. Я не знаю, я в лесу особо не мельчу. Чтобы поесть, как бы и того хватило. Дома, да, понятное дело. Все как для ухи, более-менее готовлю. Вот так вот. Опа. Картошечка, ребята, уже зажаривается, точнее готовится. Зажарка зажаривается.
решил, короче, выйти на костер, ребята. Ну, на печке это долгая история. Потому что если мы будем на печке все это делать, это очень долго будет. На живом огне все-таки это побыстрее. О, запахло весной, ребята. Так, ребят, ну что, мясо я не солю сучком, а вот получается посолим картошечку. Вот так специями сделал. Вот здесь надо многовато будет, вот так сыпанем, да, лишка, это лишка, мне кажется. Все, ребята, пора отправлять нашу зажарочку. Ага. Картофанчик-то какой, ребят, будет. Конь. Андрюха уха. У нас картоха сегодня, ребят, тушеная с мясом и уха. О, чисто навар, ребята. Андрюха сказал, говорит, на рыбалку поеду без ухи, это, говорит, все. Все, ждем. Ждем, да? Погнали, ну. Рыба-то сюда не уйдет. Походу, в эту тарелочку. Да, тарелка мало, Андрюха. Так, для юшки чисто сделай. А бульон можно так попить, в принципе, и в тарелку, ой, в кружку, да. Набодяжить. Так, бульон же это и есть юшка. Ну да, я и говорю, то, что... Хоть выложишь морковку. Ну и щукин, да, он не жирный, видишь, он даже простой. Даже не Как не жирно, вон кругляшки плавают наверху. Ну, есть немножко, да? Конечно, нихуя. Так, ну у меня, ребята, картоха. Картоха готова. Опа. Так, Андрюха сегодня по ухе. Я, ребята, по мясу. О. Пойдет. Хлебца, да, брат? Хлебца, держи. Что, с этой, да? Да. Угу. О. Хлебок, брат. Хлеб вообще бомба. Все, что говорит, плавает и летает, говорит, кушается руками. О, хлеб, да, ребята, классный. Лепехи такие вкусные. Майонезика, брат? Не. Не? Фу. Ты чё? А я вот добавлю. Не. Я так проголодался, что Можно чуть-чуть. горчички. Так, что еще нам надо? Коньячку можно побаловаться. Мне кажется, под обед было неплохо. Ох, слушай, он разговаривает. Вот это бульки нормально. Это он разговаривает. Это я понимаю. Что, ребята, у нас уха, у нас вот картоха. Андрюха просто говорит, Андрюх, не обессудь, говорит, буду уху. Я, говорит, 2 года не ел, да, Андрюх? Да мы все будем, и то будем. Какая нам разница? Мы будем просто рубать. Все. Ну, горячее, ребята, классно. Все, давай. Будем. Силы нужны, силы. Сейчас будем бурить и окуня ловить. Ну да. Угу. Отлично. Угу. Бомба. Брат. Твое здоровье? Давай, за рыбалку. Да, за рыбалку, давай. Какой? Вообще. Забытый вкус.
Так, ребят, ну что, мы вышли по окуню. Взяли ящички, блесна, без мотовки. Попробуем тут попробовать на безмотовочку на окуне. Загарчик, ребята. А, лунки нету. Но здесь, в принципе, петелька. Не, никого нету. Карась вроде даже живой. Были удары. Ой, живот даже порезала ему. И все. Живот даже поцарапало. Друзья, ну что, добрый вечер. В избушке уже темнеет. Вон на озере уже сумерки спускаются. В общем, что, немножко побурились по окуню. Ну, не нашли мы его вообще никак. В общем, там где-то, говорит, вроде ловили сегодня его. В другом конце. В том конце тоже не клювало. Щука тоже стоит. Получается 3 сработки у нас. Что никак. Вчерашний вечерний, который завела, так и не достали. Вот щуку одну, 200 кило. И, в общем, днем еще сработочка была. Немножко вымотала. Ну, порез такой хороший по карасю. И все вроде. Вроде как так. Андрюха сейчас ходил, проверил туда вниз. Ну так, посмотрел. Вроде тоже тишина. Ну ничего, начинаем вечереть. Сегодня у нас ночевочка еще одна. Завтра будем домой выезжать. Ну а так. В общем, рыбалки тоже как будто не особо. Ну и в принципе, понятно это было. Но я, ребята, разведал это озеро, я побывал. Это самое главное. Мне интересно было здесь побывать, конечно. Вот. Ну все, в общем, сейчас поставил кушать, греться. Покушаем сейчас, посидим, что, побалдеем. Ну, не знаю, вечером будет что-то, не будет. Вот, в принципе, перед сумерками может быть еще сработки быть, а так только завтрашнее утро, по сути. Ну и все, наверное, на этом. Окуня, ну, часа 2, наверное, пробовали, никак, все. Ну да ладно. Да. Короче, делаем ручку. На дверь. Нашли вот такой сук. Вот. Там на улице, ну, снутри нормально, а с улицы железная ручка. И когда руки сырые, на морозе заходишь, короче, не в кайф. Прилипают руки. Поэтому сделаем вот такую ручку новую. Короче, дернули, ребята, с избы где-то старый, Андрюха где-то гвоздей нашел. Сейчас вот пытаемся просверлить, чтобы она не лопнула, не разошлась. Молодец, Андрюха, И, слушай. короче, приделаем, вам все покажем. Да. Давай, туши пока. Сейчас. Есть еще потолще вот эта штука. Сейчас другим ножом потом пройдем. Кстати, ребята, смотрите, Андрюха, оказывается, коллекционирует ножи вот такие маленькие, раскладнички.
Смотрите, это 80-х годов, это Олимпиада, ребята. А здесь вообще германский нож дед делал. Вон еще, смотри, что достает. Вот еще один, ребята, смотрите, вот такой. Вот это вот любимая пика, она легкая, Охренеть. ну, за грибами ходить нормально. Нифига, это тоже какой-то, да, история По своя? грибы. Советские, да? Да? С такой штучкой внутри повесил. Мне нравится, он маленький, легкий, он в кармане вообще, ну, меньше авторучки. Ну вот, ребята, вы говорите. Вот это на каждый день это ножи, блин. Вот человека болезнь, смотрите И какая. вот старый дедовский мой любимый. Вот. Не изменяет вообще никак. Да, тут за историю, ребят, ножей можно разговаривать бесконечно. Так, друзья, ну что у нас? Вечер добрый, как говорится. Чуть-чуть получается килограмм щуки, который у нас остался. Сегодня будет жареная щука, ребята. Самая фишка, ребята, это масло. О, сковородочка нагрелась. Да. Просто, ребята, в боке со специями щука. Это ужин будет нормальный. Щука, ребята, жареная сегодня будет. С дымком, вкусная. Да, ну а что? Что-то мясо есть, ребята. Ну, сегодня уху сделали, голову отрезали от щуки. Ну, тушка лежит, как будто, ну, жалко, что-то не стало ее. Надо приготовить, думаю. В общем, на сливочном, ребята, масле очень вкусно получается, кстати, пробуйте. Но не забывайте добавлять растительное, потому что будет гореть. Ну все. Это у нас в районе 9 часов вечера, а у нас поздний ужин. Покушаем. Все, ребята, ужин готов. В общем, ребята, у нас ужин. Щука. Андрюха сегодня поймал щуку. Вот, в общем, здесь у нас салатики. Ну, хлебец, туда-сюда. Ну, в общем, такая нарезка небольшая. Поздний ужин, ребята. Ну, вот мы сегодня по щуке попробуем.
Ну что, друзья, доброе утро. 7 утра проснулись. На кордоне спокойно, тихо. Андрюха где-то лазит уже с 6 утра, мамку не ищет. Андрюха говорит, не могу я спать. А я вот именно вот в таких местах, ребята, высыпаюсь прям за глаза. Ну не знаю, что в палатке, что в избах. Я сплю прям изумительно. Свежий воздух и, в общем, мне очень все нравится. Так, ну, посмотрел поближе на дистанции, сработок нету. В общем, а то, что хотели, не вышло, в общем, ребята. Рыбалки тоже не получилось у нас. Как ни крути, жалицы простояли, но мимо. Одна щука. А по окуню, не знаю, надо ходить искать вот где-нибудь. Вот, я не знаю, вот там ребята вот отдыхали. Вот они поймали что-то, нет по окуню. Вот интересно вот. А так в целом, вчера вот пробовали, ну никак. Андрюха вот ищет тоже сейчас с утра. Ну сегодня выезд, ребята, домой. Погостили. Все понравилось, но надо будет. Надо и честь знать, как говорится, меру. Сегодня будем выезжать. Потихоньку буду собирать вещи и выйду собирать жерлиц потихонечку. Ну а потом дальше больше как-то будет. Будем выезжать к обеду, не знаю, как получится у нас. Плюс на связь мы не вышли, мы хотели позвонить другу Антону, который нас привез, чтобы как-то скориентировать время. В общем, мы даже не позвонили ни родным, ни близким. Связь мы не нашли. Ладно, ребят, что, как-то так сейчас. Чай попью, умоюсь и схожу сниматься. Так, друзья, ну что, я немножко убрался, собрал вещи, немножко матрасы свернул, в общем, свои. Андрюха свои собрал тоже уже. Вот мусор приготовили. Ну, тут еще посуда там, еще, может, перекусим. Да, тут немножко подмел, порядок, короче, в общем, в избушке. Вот. Ну что, пойдем собирать жерлички. Наша доля маленькая. Все, погнали. Да, ребята, вот смотрите, утонули мы вот здесь. Под снегом вообще ничего не чувствуется. Бам. Вроде первый слой провалился, хоп, смотрю, с ногами ушел. Ну, быстренько выпрыгнул, блин. В общем, на озере, ребята, спокойно. Где-то ясно небо даже. Вот с этой стороны вот тучи идут опять. В общем, опять будет снег, наверное. Погода меняется вообще каждые 3 часа, блин. Ладно, ребятки, иду. Много воды, блин, вообще, конечно. Вот здесь бураночка. По нашим следам потом топтанули ребята. Ну, промерзло, хорошо. А так, шаг влево, шаг вправо, вообще по колено, блин. Ходить невозможно. Интересно. Флажок валяется. Ловочки нету. Полная вымотка, ребята. Туда, тут надо флажочки подклеить. О, есть щука, ребята. Вроде неплохая. Угу. Вроде неплохая идет, ребята. Давай, заходи. Ну, хорошая, ребята. Мамашка. Оба. Фу-ху. Трешечка, наверное, ребята. Да, ничего так. Аж флажок выбило. А села-то, ребята, на ус, за ус только. Села только на ус. Зацепилась. Есть щука, ребят. Голос аж пропал. Есть щучка, да? Значит, просто как-то выходит она по времени, что ли.
Ну, значит, не зря. Трешечка, ребята. Все, отлично. Трешечка, ребятки. Ну, сразу чувствовалась хорошая щука. Странно. Андрюха прошел. Не видел, что ли? Что здесь? Аж все вымыло. Огонь. И получается, ребята, самая последняя от избы. Вот предпоследняя. И вот уже Андрюха там рыбачит. Это, блин, это о чем-то говорит. Мне тоже Николай говорит, прямо возле избы ставь. Но это по сути, если все приезжают, так ставят. То, естественно, хороший крокодил, ребята. Это, наверное, будет самая крупная сезона. Прям сезона. Пока. В общем, ребята, вот такая торпедка. Трешечка, наверное. Таежная лопатка. Хорошая, ребята, щука. Да. Ну, сопротивлялась так спокойненько. Но трешечка здесь, да, есть. Хороша Машка. Ну вот, какой-то хоть, ребята, результат. Ну да, тут все равно надо, мне кажется, места знать. Ставить просто так, что смысла нет. Все равно есть точки. Это везде так. Где-то там она лучше, где-то хуже. Но факт в том, что вот самый край. Как-то так. А там возле избы, наверное, что там, все равно люди, наверное, приезжают. Кажется, там подразбито все равно. Ладно. Сматываемся. Не знаю, жерлицы еще, ребят, вчера опять замело. Может, где-то опять сработка, ну, просто вымотало. Бывает такое. Сейчас посмотрим. Приехал Николай, ребята. Ну вот, хозяин всего вот этого угодья. Вот что-то везет доски какие-то, смотрю. Ну, где-то надо что-то по какие-то подстройки опять у него. Пока вот снег, лед. Ну, на снегоходе перевозить вещи, это прям что ни на есть круто. Больше по-другому никак. По тайге это надо будет. И плюс река, преграда. А зима вот так завози. А потом уже летние времена, тут весной можно строиться, что-то делать. Андрюха нашел окуня здесь. И получается, мы сейчас не знаем, что делать. Собираться нам или порыбалить. Одного сейчас поймал. Андрюха двух поймал. Ребята, смотрите, окунь какой попадается. Так мы возле лунки. О, Смотри, что делать. жара пошла, пацаны. Я же чувствую, когда он играл, он за лед цепляется, он не играет даже. Не, дай покажу, смотри, какие моменты немножко. Видишь, лед мешает. Смотри. Вот эту леску вот так чистишь. Ебать. Я тебе говорю, иди за удочку. Андрюха в шоке. О, Андрюха ловит. Красавчик. В общем, ребята, тут что-то порубачили. Я достал там щуку. Хотел забрать последнюю жерлицу. И, в общем, флажок загорелся. Утренний выход. И что делать, ребята? Уезжать, что ли? Да, ребят, вот я тут достал.
Я тут даже и не подходил. Ничего не вымотало вообще. И снег стоит, как будто катушка даже не крутилась. Давай подождем чуть-чуть, Она холостая. Чуть-чуть постоим, подождем. Может на счет мотать. Да, щелкнуло. А вон щука, вон получается, Андрюх. Вот на эту достал. Ну, чуть подождали, ребята, мотает. Смотри, сегодня день какой. Рыба прям зашевелилась, братан. Погода хорошая, штиль, ветра нет. Ну это явно сказано что-то, потому что вчера, ну вообще ноль мы там ходили. Сегодня ты пошел, нашел. Щука, сразу же вон сработка здесь, в этом углу. Круто. Видишь, тоже как попадешь. Вот приезжаешь, да, на 2 дня, ну вообще в ноль. Вот на 3-й день собираться домой, а тут вот рыбалка пошла, блин. Ё-моё, блин. Мотает, ребята, мотает, хорошо. Что-то перестало. Запутал. Что это такое, братан? Идет, что ли? Багор. Багор. Да подожди, там почувствую. Ох, блядь. Багор, братан. Ребята, крокодил взял. Куда-то встал он. Что за хрень? Не могу. Все, встала. Куда-то завела, блин. Слушай, ну там такая Маша была. Куда-то завела, блин, смотри. Надо было сразу, значит, не башить. У тебя, кстати, в ящике отцеп есть. Ну это для мормышек это. А ты говоришь, не взял. Но все равно можно попробовать. Да, Болгорик. Нет, здесь ее нету. Ребята, какой-то монстр там. Ну, хорошая щука. Блин, и завела. 5 метров я протащил ее. Но она тут полностью-то не вымотала. Да, здесь, походу, такие дрова, блин, всякие. Что делать? Бурить? Проволоку какую-то надо. Леску как-то пробовать доставать. Тут еще непонятно, в какую сторону-то она уходит. Да, сейчас будем походу как-то доставать. Ладно, пойду на избу, ребята, схожу, найду какую-то проволоку, попробую, чтоб леску как-то ловить, что ли. Ну, попробуем достать. Ничего не нашел на избе. Придется какую-то ветку, что ли. Ветку вырубать и как-то так пробовать. Да, надо, видишь, проволоку такую под изгибом как бы. Да. Нет, здесь она, значит, не идет. Хрен знает, Андрюха, рвать придется. Так разбурили, не получилось. Ах, жалко. Там бы висела хорошая. По ощущениям сразу кирпич просто. Это крупная щука так была. Но, увы. Много коряк. Вроде даже не размотала нифига, но та вот полностью размотала. И ничего не зацепился. А вот здесь вот куда-то попал. Да, сюда надо, если ехать, это надо будет делать петельку. Это раз. И возить с собой проволоку. Чтоб, если где-то разбуривать, как-то доставать. Но это тоже не факт. На мелководье, может быть, ну как там получилось бы такой вариант, а здесь хрен знает. Ну там, не знаю, где-то вообще не ветка, а просто жестко она зашла куда-то и все. Вот так вот, ребята. Жаль, смотрите, что творится. Охренеть. Да, я в шоке. Просто вмерзли, блин.
Мне кажется, если бы минус 20 бы было, не достали бы ничего. Не знаю, ребята, но мне кажется, это небезопасно. Лунка уже не 130, а уже 200, наверное. Жрет просто вода, лед. Вообще труба. Вот так вот. В этом углу на меликах. Просто выбиваю ножом, выколупываю. Ну, все залито. Жестко, блин. Там вот нормально, воды нету, а вот тут вот так вот, блин. Дрели. Дай хоть посмотрю, как это выглядит. Сейчас, ну, Слушай, ну да. вот сюда головку. Головку, я не помню на какую, на 27, по-моему. Но, По ага. переходную. Головку ставишь, вот сюда еще дополнительный подшипник, чтобы в этот вал Ну. не болтался. И все, здесь переходную делаешь. Переходную, ну все понятно. Все, и она. И как раз эта головка подходит, просто шайбу там ставишь поменьше Ну. и ставишь вот эту. И вставляешь, она как раз в этот. Слушай, ну мне многие говорили, типа, ну, и с пилы делают, как бы, вот, это, Да. не надо покупать, говорит, как бы, туда. Ну-ка, давай, покажи, как это работает. Вообще прекрасно. Отлично, слушай, отлично. А здесь натоптано, видишь? Здесь натоптано. Да, здесь натоптано. Ну да, отлично, слушай, по крайней мере, Да, особенно когда на Хариус идешь, много ходить надо. ну да, окунь хариус, да, надо бурить. Это понятно. Это смотрел хорошо, сел в одну лунку и ловишь. Ну да, слушай, понятно, ну отлично. Я просто вот еще раз говорил, слышал, а вот не видел. Первый раз просто вижу. И... Огонь, что сказать. А так получается все разобрал, и у тебя пила Да, функционирует. да. Ну, ты ее как бы, ну, не портишь, да, получается? Нет, просто две гаечки откручиваешь. Ну, я имею в виду, да. Шину обратно ставишь и все. Все понятно. Отлично. Вот так вот, ребята. 300 километров. Деревенские мужики, оказывается, смотрят канал. Познакомился. Андрюха за рулем. В общем, рыбачат. Они местные здесь. Вот так вот. Ну, я снялся, ребята, все. Да, ребята, надо ремонт будет мне устраивать. Пока все выдавливал, флажки, блин, порвал, блин. Туда-сюда. В общем, надо будет ремонтик устроить. Ну ничего. Это нормально. Это без этого никак. Все равно потом просушиваю. Где-то что-то там подменять, там подменять. Все. На этом рыбалка, ребята, у нас закончилась. Чайку на дорожечку. Конечно, пригодится. Все, ребята, Николай приехал. Грузимся. Будем выезжать. Все, ребята, прощайся с озером. Было здорово. Чтобы не повыпадало. Хорошо, да. Красота. Пожил туда 2 денечка. Все. Ну, мы вернемся, надеюсь. Еще вернемся сюда. Ладно, полетели, ребята. Все в Старицах, ребята. Там какое-то тоже озеро есть, в общем. Вон, это что-то не замерзшее. Мост сделан. Да. Озер тут очень много. Езди порыбачить. Вот и река получается. Вот река, ребята. Река Вычегда. Здесь, кстати, ребята, ни летом, ни зимой не рыбачил. Вот еще речка недалеко, которая неизведана мной.
Научил? Все, давай, Николай, спасибо. Я тоже не умею, блядь. Давай, на Виталик связи. умеет.